Вот так с воздушными гимнастами и световым шоу год назад в Москве открывали новый павильон ВДНХ, полностью посвященный космосу. Экспозицию готовили 2 года, и теперь здесь есть чем удивить даже самого придирчивого посетителя. У нас проводятся множество различных выставок. Они посвящены медицине, науке, ну и огромное количество интерактива, начиная от кинотеатра «Сфера», «Звездная комната» и заканчивая роботом Федором, который должен заменить космонавтов в ближайшем будущем. Но главным притяжением уникального музея стал вот этот парящий в воздухе экспонат. Это точная копия орбитальной станции «Мир». Ее затопили в 2001 году в Тихом океане. Тогда она состояла из 6 модулей. На первый взгляд кажется, что станция небольшая, но в ней было все необходимое для того, чтобы работать и жить. В одном из отсеков находилась баня. Выглядит она вот так. Люди заходили внутрь и парились. А это странная конструкция – умывальник. Сверху отверстие для лица, сбоку для рук. Туда поступали капли воды, и можно было умываться. Сегодня освоение космоса выходит на новый уровень. На этой неделе весь мир увидел, как на самом деле выглядит черная дыра. А вот так китайский спутник Чанье-4 изучает оборотную сторону Луны. Ну а американский миллиардер Илон Маск уже готовит экспедицию на Марс, причем с участием людей. Здесь можно увидеть эволюцию скафандра. Этот, например, придумали 60 лет назад. Он мог защитить от разгерметизации корабля. Ну а в открытый космос уже выходили вот в этом костюме. Кстати, его модернизированная версия используется до сих пор. Вот она, называется «Орланд». Одна из фишек его в том, что он может трансформироваться. Если раньше на борт космического корабля не брали людей выше 170 сантиметров, то сегодня космонавт может достигать и 190. А конструкторы попытались сделать его максимально удобным. Здесь есть даже чесалка для носа. И все это делается для того, чтобы астронавтам было удобно. Ведь работа в открытом космосе ведется до 10 часов. Каждый космонавт к полету готовится как минимум 5 лет, причем к кандидатам выдвигаются очень жесткие требования. Здоровье, возраст, образование, усидчивость. Здесь важно все. Об этом не понаслышке знает наша землячка Саргалана Захарова. В Центре подготовки космонавтов она несколько лет возглавляла психологическую лабораторию медуправления. По ее словам, уникальные сложнейшие тренировки нацелены на многозадачность. У нас уникальные тренировки, называется специальная парашютная подготовка космонавтов. Вот он выпрыгнул, срывает там листочек, и у него там задание сложное. Задание, сразу скажу, сложное на Земле не каждый решит. Он еще решает логические задачки. Да? Помимо этого, он еще должен делать фигуры. Вот это многозадачность. И это еще надо все комментировать. И плюс еще надо вовремя открыть свой парашют, дернуть кольцо, то есть управлять вот этой парашютной системой. Причем космонавты должны не только выдерживать перегрузки или знать механику и строение орбитальных кораблей. Эти люди настоящие мастера по выживанию и не пропадут даже в самых экстремальных ситуациях. Для космонавтов все изготавливается индивидуально. Костюм, кресло для полета, рабочее место, даже еда. Вкусно очень. Ну а так выглядит знаменитая сублимированная космическая еда. Причем изготавливается она индивидуально для каждого астронавта. Тюбики и брикеты именные. Причем учитываются все ваши вкусовые пристрастия. Например, если у вас какая-то диета или вы вегетарианец. Причем засунуть в тюбик можно все что угодно. Например, японцам очень понравился суши сублимированный. Ну а наши русские космонавты, конечно же, любят борщ. Кстати, 2 якутян-летчиков несколько лет назад участвовали в отборе в отряд космонавтов. Правда, до конца им пройти не удалось. Зато сейчас все желающие могут подать заявку на новый отбор. Необходимые условия есть на сайте Роскосмоса. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва.